О чем шумит дремучий лес близ устья Сысолы? Зачем так воют ветры севера? К чему белые волны гремят вершинами и немолчно ударяются о песчаный берег? Ясные дни знойного лета прошли, и начались пасмурно-дождливые дни пред темной осенью. Грустный стоит над Сысолой славный разбойник и колдун Шипича. Мрачно глядит он на уныло-однообразный лес за рекой, теребит свою бороду, прислушиваясь к шуму холодного ветра. Иногда головой качает он, как бы внимая чему-то важному, что уже было или должно наступить. В отдельном тереме над темной Сысолою дочери его живут. Шондыныл, дочь солнца, и Тылычбан. Лицо ее бледное, как месяц в середине неба в зимнюю холодную ночь. Они гадают на воду, смотрят и видят смерть отца. Но обе безмолвно склоняются перед тайною силой рока. По мотивам произведения Калистрата Жакова «Атаман Шипича». В рассказе Калистрата Жакова герой комифольклора Шипича предстает трагической фигурой. Постаревший разбойник и колдун, предчувствующий свою близкую смерть. Это литературная версия коми-предания. Практически все коми-фольклорные герои имеют географическую привязку. С Карткиросом связывают Картайку. Согласно преданиям, он жил на месте современного села Карткирос. Легендарный Йыркап охотился у озера Синдар, где он и утонул. У Сыктывкара тоже есть свой фольклорный герой. Его зовут Шипича. По преданию, он жил у устья реки Сысола, в районе современного Сыктывкара. Как писал Василий Петрович Налимов, он является основателем города Сыктывкара. Это и чисто такой сыктывкарский герой, единственный, наверное, который вот именно связан с Сыктывкаром, ну то есть с Усть-Сысольском. Он здесь первый поселился, и первая там усадьба, которую построили здесь на берегу, на слиянии Учигды и Сысолы, связывается именно с ним. То есть сыктывкарский герой. В одном варианте, наверное, встречалась река Човка, то есть Човью, но сложно взять, локализовать в одном месте. Конкретных упоминаний нет о месте, о времени. Каждый пласт он появляется в определенный момент, начиная от древнего средневековья, ну, 17 век прихватывается немножко. Одно знаем точно, где-то здесь. Кто же такой Шипича? По одной из версий, Шипича оказался в наших краях случайно. Путешествуя по Двине, он доплыл до устья Вычегды. Причем плыл не на лодке, а под водой, и всего лишь 3 раза выходил на сушу. Последний, 3-й раз выйти из воды его заставила стая налимов, перегородившая ему путь. Так он попал на берег Вычегды, где и обосновался. Есть версии, что откуда-то, значит, пришел, заселился, хотя из Картайка ведь тоже такие истории, что русский казак какой-то всегда считалось, что колдун со стороны, он сильнее местных колдунов, обладает большим запасом прочности, большим опытом, противопоставление свой-чужой, оно перешло на коми русский там и так далее. Версия чужого характерна для коми-фольклора в целом. Половина героев – это колдуны-туны, да, вот, и народ так или иначе от них избавляется. Мне кажется, что все эти герои предания так или иначе связаны с язычеством. После принятия христианства, когда вот эти вот герои языческой эпохи стали осмысливаться уже как язычники, то есть враги, антихристиане, то уже в народе вырабатывается такая концепция чужого, что герои чужие по отношению к народу. И чужой значит пришлый.
Не обязательно, что Шипича туда приехал, откуда-то там пришел. Совершенно не обязательно. Он местный. Просто вот так вот фольклор работает. В присыктывкарском диалекте шипичей называют шиповник. Это заимствование из русского языка в Коми вошло давно. Вполне возможно, что по колючему растению стали называть неуживчивого, жесткого человека. В русском языке шипица означает разновидность бородавки. По моему мнению, никак не связано с именем Шипича. Мне кажется, что это может быть и не связано с понятием шиповника и с понятием остроты. Скорее всего, здесь какие-то корни, которые вот сейчас уже нашему пониманию недоступны. Следует более внимательно сделать этимологию этого слова. У меня пока сейчас таких данных нет. Может быть, когда-то что-то откроется. По идее, герои имен не имеют. У них какие-то прозвища, какие-то, те же самые Кыртайка, да, железный там старик, да, железный старец, потому что ходил в железной рубашке. Этот, ну, неуживчивый человек, ну, давай назовем Шипича там, допустим. Как и другие колдуны в Коми-легендах, Шипича обладал магической силой и повелевал стихии. Он мог остановить течение реки и даже повернуть ее вспять. Проплывал огромные расстояния под водой, а нырнув в колодец, мог выйти из реки на значительном расстоянии. Если о Шипиче говорить, то вот эти записи Василия Петровича Налимова, так, Жакова и последующие, можно так вот сделать некоторую градацию. Налимов говорил о Шипиче как о Паме. Он подчеркивал, что это Пам Шипича. Что он вкладывал в понятие Пам? Пам, как нам известно, тот, который боролся со Стефаном Пермским. Да? А здесь у него Пам – это название рода таких волшебных богатырей, что ли. Да? Вот он предводитель народа, он защищает народ, и он обладает явным таким бессмертием. Его невозможно убить. Вот поэтому он Пам. Градация такая идет. Есть тыдыщи, знающие там, или туны, вот эти вот волшебники. Если рассмотреть все коми-предания, там масса таких богатырей-тунов. Они так вот и называются тунами. Он говорит, что Шипича это не тун, а Пам. Тун с коми-языка переводится как пророк, волшебник, колдун. Корень тун встречается во многих финно-угорских языках. В удмуртском туна – знающий, наделенный сверхъестественными способностями. Туна – главные приверженцы и хранители древней удмуртской веры. У обских угров тунхи – это божества. Очевидно, какие-то связи с божественным отражались в этом значении слова тун. А Пам это нечто более высокое даже, чем тун. Да? То есть он, человек напрямую связан с Богом, как вот у Куратова Пам, да? Он связан с Войпелем. Примерно так же Пам Шипича, видимо, был связан с неким божественным миром, с определенным, с каким-то, правда, не указывается с каким. Но то, что он повелевает стихиями, можно там говорить, что он был связан со стихией воды. Существует несколько версий, кто такой Шипича. По одной из них он всю жизнь боролся с новгородскими ватагами, занимавшимися разбойными набегами. По другой, Шипича с товарищами бродил по Руси и сам грабил богатых. Постарев, он вместе с награбленным укрылся в Коми-крае. Сердце мое неспокойно, и ужасные сны снятся каждую ночь. Все снятся мне какие-то многовесельные огромные лодки и люди, одетые в кольчуги, вооруженные невиданными ружьями. Они плывут сюда, в широкое устье Сысолы, и грозят мне издали, блестя саблями в воздухе. Перед чем все это? Или это кровь играет моя? Я давно вдовствую, я не имею жены, часто тоскую несказанно. Неужели все из-за этого? Или все это Бог возвещает мне великое бедствие и кажет грядущее в сновидениях? Неужели ищут меня прежние товарищи-сподвижники, ищут своего атамана и хотят у меня отнять мои сокровища? Однажды духи-помощники предупредили Шипичу о приближении врагов.
По одной из версий, это были те разбойники, с которыми когда-то грабил население Шипича. Шипича побежал в дом для того, чтобы погрузиться в чан с водой, но увидел, что он пустой. Оказывается, это слуги, которые завидовали могуществу Шипича, не наполнили чан водой до самого верха. По другой версии, он поручил это сделать дочерям, но дочери то ли по лености, то ли по небрежности принесли воды, но мало. То есть полкатки, полушата. Вот, и он тоже не смог убежать от разбойников. В фольклорных текстах говорится, что в доме Шипичей всегда стояла катка, наполненная водой. С помощью нее колдун скрывался от врагов, либо же избавлялся от них. Насколько Шипича погружался в катку с водой, настолько лодка врагов уходила под воду. Но катка эта все же не спасла Шипичу от гибели. Однако есть и другая версия. Шипича не смог справиться с врагами, потому что его покинула магическая сила. И смутные думы, и темные волны хотений ударялись в сердце Туна. Одевается Тун, разбойник Шипича, и идет через лес знакомой тропинкой к красивой залесной вдове. У окна сидела вдова Сизьюга Триома и заговор шептала. Вошел к ней Шипича и поздоровался. Она усадила его в красный угол, потом голову его на колени положила и волосами, как шелком, окутала ему шею. Запела песню затем о Войпеле, северном боге крутящегося ветра, сына мрачной полуночи, бушующего в барах, и о грядущей смерти Шипичи, пела она. Тот слушал сладкий голос Йомы, и темные волны хотений нахлынули в сердце. 3 дня и 3 ночи прошли. Бессильный вернулся могучий Шипич от лукавой, пленительной певуньи вдовы Йомы. Тут уже выход на коми-мифологические представления о Пеж, то есть сакральная какая-то нечистота, связана с сексуальными отношениями. По этой причине он не смог очиститься и из-за этого не смог манипуляции магические совершить, убежать, ускакать и так далее. То, что любовница выдает героя, это распространенный такой мифологический сюжет. В Библии это вот Самсон, Далила отрезает ему прядь волос, и Самсона там пленяют враги, филистимляне. Дома налил он чашку воды и хотел принести очистительную жертву богам, дабы возвратились прежние силы. Но не успел. Иное было в таинственной книге Белоусова Йена. 3 отрядами напали на его дом новгородские разбойники, закованные в железо. «Ослабел я сейчас», — сказал Шипича, — «но отражу удар». И, подняв руки над водой, заклятие произнес. Все разбойники оказались в воде по колено, но храбро они шли к дому Шипича. Повторил тогда свое заклятие Шипича, и вода поднялась по грудь разбойников. 3 заклинание произнес вещий Тун, и воды выше поднялись, шумя волнами, и по шею оказались не разбойники. Но не хватило сил для новых заклинаний Шипича. Без очистительной жертвы богам после сладких объятий вдовы. И схватили его за бороду разбойники, и стали рубить его топорами. С каждым ударом воды убывали, с воплем утекая в пенистое русло прозрачной сысолы. Долго пытали Шипичу, но смерть к нему не приходила. Измученный колдун сам подсказал разбойникам, как можно его убить. Его магическая сила заключалась в поясе. Разбойники разрезали пояс колдуна.
после чего тот умер. Это все магическая защита. Пояс, шапка, они как бы берут в круг. Это всегда защищает человека, и поэтому любой вот такой вот текст, где убивается колдун, он не может умереть до того, пока у него не разрежут, ну, обычно гасник, не просто пояс, а шнурок от штанов. То есть разрезают, и после того, как он потерял много крови, уже он теряет магическую там силу вместе с гасником. Волны ушли с воплями и со стоном, слились с белыми волнами разъяренной сысолы. Убили разбойники дочерей Туна, обесчестив их, бросили на берегу реки. Ограбили они дом Шипичи и ушли с богатой добычей сначала вниз по Сысоле, а потом по волнам широкой Вычегды. Ворон им навстречу: «Куру, кура, нет Шипичи, нашего друга, погасли Шондыныл и Тылычбан». И плачут красные ольхи и белые березы над устьем темной Сысолы. В фольклорных текстах встречается еще одна версия убийства колдуна. Она связана с веником. Согласно коми-поверьям, с помощью веника можно воздействовать на человека. Веник берет на себя свойства того, кто им парился. Шипича забыл выбросить веник, уничтожить веник, которым парился. И когда его начали окружать, сначала вода разбойникам дошла по колени, потом по пояс, по грудь, но дальше утопить Шипича их не смог. И они окружили дом, попытались поджечь, никак не удавалось. Тогда кто-то им посоветовал, тоже из его слуг, Шипичи, взять веник и с помощью этого веника поджечь, что им успешно удалось. Однако на этом история Шипичи не заканчивается. В фольклорных текстах говорится, что колдун был похоронен на берегу Сысолы, а на месте его могилы был построен Троицкий собор. В преданиях говорится о том, что когда река подмоет берег под Троицким собором, храм рухнет, и тогда из могилы восстанет Шипича, и для всего коми народа наступят счастливые дни. Это связано с тем, что Шипича дохристианский герой, языческий герой. Как чуть некогда, так же, когда смерть к нему пришла, он закопал себя в могиле, то есть ушел в подземную вместе с чудью. И вот эта вот легенда связана с тем, что когда наступит срок, Шипича встанет из могилы и разрушит собор, и, в общем-то, наступит снова языческая эра. В 30-е годы был записан такой текст. Он напечатан, опубликован в фольклоре народа Коми 1938 года. Ученые-фольклористы считают, что тексты о храме над могилой Шипичи возникли неспроста. Эти сюжеты имеют реальную основу. Ансамбль Троицкого собора был построен в середине XVIII века, но под строительство было выбрано неудачное место. Почва рыхлая, к тому же ее подмывало рекой и подземными ключами. Многотонные каменные здания проваливались, в стенах появлялись трещины. В одно время из-за угрозы обвала на колокольне было запрещено звонить в большой колокол. Вопросы об укреплении берега поднимали еще в 40-е годы XIX века, и попытки предпринимались. Однако в 30-е годы большевики нашли другое решение. Они уничтожили храмы на Сысоле. По мнению ученых, именно факты постепенного разрушения храмов и послужили новым толчком в развитии фольклорного предания. Это реальное историческое событие отразилось в фольклорном сюжете. Ансамбль Троицкого собора был построен на деньги местных купцов Сухановых. Именно с одним из представителей этого купеческого рода, а именно с Иваном Афанасьевичем Сухановым, связывают фольклорного Шипичу. В мае 1739 года на усадьбу Сухановых было совершено разбойное нападение, о чем было написано в челобитной на имя императрицы Анны Иоанновны. Иван и Петр Сухановы вместе с домочадцами, прислугой и служивым людом укрылись в деревянном доме и стали отстреливаться. Но силы были неравные. Разбойники разорили усадьбу Сухановых, подожгли ее, затем сели в лодки и поплыли вниз по течению Сысолы и Вычегды и достигли местечка Чевье, где также разорили и сожгли как мельницу, так и винокуренные заводы, принадлежавшие Сухановым.
При нападении было убито несколько человек, в том числе и сам купец Иван Суханов. По мнению ученых-фольклористов, именно этот факт связал фольклорного героя Шипичу с конкретным историческим лицом. Мы как-то стараемся предположить, что в основе фольклорных сюжетов лежат реальные события. Но на самом деле это не так. Судьбу Суханова можно привязать к сюжету, но гибель Суханова никак не могла стать прототипом вот этого вот фольклорного мотива. То есть сам фольклорный мотив гораздо древнее, чем судьба вот этого вот Суханова купца. В 30-е годы 20 века коми-поэт Николай Фролов, публиковавшийся под псевдонимом Сукпарма, написал поэму Шипича. Главный герой произведения – владелец винокуренного завода на реке Човью, спаивающий местное население. Шипича Фролова держит в узде весь Уссысольск. Деньги откуда он взял? В 20-е годы там возобладала концепция, что Шипича связан с Сухановым. Сначала говорили о язычнике, а здесь уже 17-18 век. Ну, а если купец, то с советской точки зрения он ведь разбойник тоже. Появляется концепция, откуда он взял эти деньги. Своровал. И вот Фролов тоже берет эту концепцию того, что он там награбил свое золото. Начинается пьеса там у него с того, что в районе Астрахани, Южное ханство, где-то он там грабит караван, обманом завладевает деньгами и бежит сюда вот на вычепку. Есть ведь история, она записана история с датировками, конкретными людьми, конкретными персонажами там, и так далее, историческими лицами, да? А вот такие народные тексты, они передаются устно, и в принципе очень часто происходит смещение, и временное смещение какое-то, то есть события, допустим, 100, 200, 300-летней давности могут спрессовать и сделать одну историю небольшую, вместить в одну жизнь. И тут, по идее, произошло то же самое. Но Иван Суханов может быть не прототип, его можно назвать более поздним наложением. Ученые-фольклористы говорят, образ Шипичи прошел сложную эволюцию. От язычника, туна, пама, защитника своего народа, до разбойника, атамана и эксплуататора-угнетателя. Каждый временной пласт привносил образ и характер героя свой окрас. В зависимости от того, в каком настроении находился рассказчик в тот момент. Он вам расскажет вот сегодня одну историю, а завтра может рассказать совершенно другую. В целом мы не застали то время, когда можно было записать предания о Шипиче настоящие такие. Мы имеем дело с литературными памятниками. Это, в общем-то, литературное произведение. Особенно это касается Жакова. Свои вот эти вот фольклорные материалы он реализовал в своих литературных произведениях. Его Шипич не фольклорный персонаж, это литературный персонаж. Фольклор – устный жанр, и каждый рассказчик привносит в текст что-то новое, свое видение. Сколько рассказчиков, столько вариантов одного и того же сюжета. Письменные сведения о Шипиче появились слишком поздно, только где-то в начале 20 века. Сюжеты, дошедшие до нас, претерпели временные изменения. Возможно, наши прапрабабушки рассказывали совсем о другом Шипиче. В текстах, которые там приводятся дореволюционные, он защищал коми-народ от нападения новгородских ушкуйников. Значит, он не разбойник все-таки, да ведь? В 20-е годы, которые тексты записаны, которые отождествляли уже там Сухановым, там появляется мотив разбойника. Опять же, тут фольклорная канва, да, если он колдун, значит, он разбойник. Почему он разбойник? Потому что он колдун, потому что он там обладал магией, там, поэтому ему удавалось грабить там людей. Откуда деньги у него, откуда клады там? Клады вообще как бы они связаны или с разбоем, или там с потусторонним миром. Но надо просто поменять точку зрения. Если мы отойдем от тех вот стереотипов, которые включились в осмысление этого образа, то получается Шипич — первоооснователь города Сыктывкара, пам, предводитель там народа. Вот он, благородный герой. Все-таки он легендарный основатель Сыктывкара. Легендарный основатель. Другого-то у нас нет. Многие из героев местных легенд стали впоследствии достоянием коми-фольклора в целом. Перобогатырь, Йиркап, Кыртайка, Ягморт. Эти герои ярко вошли в коми-народные сказки. А какое место уготовано герою присыктывкарского фольклора Шипича? Может быть, это место легендарного основателя города.